Подозреваются в коррупции. Финпол задержал статс-секретаря Минтранса Эрмека Мамыркалиева, а ГКНБ экс-главу СС Бишкек Душена Ирсалиева. Металл будем добывать сами. В Кабмине опровергли информацию о передаче иностранцам месторождения Джетымто. Для разработки рудника будет создана госкомпания. Время платить по счетам. Справляется ли страна по выплатам внешнего долга и сколько кыргызстанцы перевели на счет в помощь государству? Природный ледовый каток среди Кочкорских гор, озеро Аракуль, манит своей красотой все больше туристов. Обеспечена ли их безопасность? Далее об этих и других новостях более подробно в студии новостей Джолдош Исаков. Здравствуйте. Продавать или отдавать в счет погашения госдолга месторождения Джетымто никто никому не собирается. Об этом сегодня на срочном брифинге сообщили в правительстве. По словам Мамытканова, Кыргызстан будет осваивать рудник собственными силами. Для этого правительство планирует создать открытое акционерное общество. Отметим, месторождение Джетымто является крупнейшим в стране по запасам железной руды. По данным профильного ведомства, его запасы составляют около 5,5 миллиардов тонн. Кубат Коночпекулу подробнее. Срочный брифинг в пресс-центре правительства. Вице-премьер-министр Максат Мамытканов и глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Джергалбек Сагынбаев рассказали, кто и как будет разрабатывать самое крупное в стране месторождение черного и цветных металлов Джетымто. Споры вокруг рудника начались после октябрьских событий прошлого года. Месторождение находится в Нарынской области. Ранее некоторые политики заявляли, что его собираются передать соседней стране в счет погашения государственного долга. А продавать ее вот так вот сразу в счет оплаты внешнего долга, да, теоретически можно и так решить вопрос. Но лучше из этой руды получать конечный результат с высокой добавленной стоимостью и за счет этого решить все наши вопросы, связанные с внешним долгом. В Кабмине считают, что самостоятельная разработка месторождения создаст рабочие места для тысяч жителей горного региона. Ну а полученная прибыль останется в Кыргызстане. По предварительной оценке, срок освоения Джетымто составляет более 55 лет. И разработка только одного участка Данге в год может приносить более 200 миллионов долларов. Мы хотим создать открытое акционерное общество, чтобы все было прозрачно. Джетымто полностью принадлежит государству. Все ранее подписанные документы аннулированы. Есть все соответствующие этому решения судов. Никаких споров вокруг месторождения нет и не может быть. Доходы от месторождения будут нацелены на поднятие экономики страны и улучшение жизни народа. Разного рода заявления о том, что месторождение продано, не соответствуют действительности. Перед тем, как приступать к таким крупнейшим проектам, как Джетымто, нужно быть подготовленным, добавил Мамытканов. Нужно построить хорошие дороги, провести линию электропередач, ну а чтобы запуск проекта не повлиял на экологию, как считает Мамытканов, как это случилось с ТЭЦ, просчитать надо все, до мелочей. Перед тем, как запускать эти проекты, мы должны обеспечить необходимый объем электроэнергии. Откуда мы будем брать эту электроэнергию? Поэтому перед нами стоит задача строить ГЭСы за счет своей электроэнергии, обеспечивать будущие наши вот такие крупнейшие объекты необходимыми энергетическими ресурсами. Поэтому перед тем, как перейти к этой фазе, мы должны нашу генерацию поднять. У нас сейчас проблема в том, что людям не хватает электроэнергии. Месторождение Джетымто расположено на территории Кочкорского района в верховьях реки Нарын. Общие запасы руды месторождения составляют около 5,5 миллиарда тонн. Подсчитанные запасы железной руды для участка Данге составляют 1583 миллиона тонн. В том числе магнетитовых руд 413 миллионов тонн. Такие данные приводит КГПН. Разработка месторождений в Кыргызстане является болезненной темой, затрагивающей каждого жителя нашей страны. Эта проблема появилась не сегодня, не вчера. Возможно, одной из главных причин явились непрозрачные сделки и решения, которые сопровождали месторождение Кумтөр в 90-х годах прошлого века. Об этом сегодня и говорил вице-премьер. Плюс ко всему еще добавились проблемы с безвозвратным уничтожением ледников и инцидент с цианидом. После этого к каждому новому владельцу лицензии в Кыргызстане местное население относится с недоверием. Особенностью месторождения Джетымто является то, что она расположена в самом сердце Тяньшанской горной цепи, где расположены крупнейшие ледники, которые являются важной и составной частью зоны формирования пресной воды в Центральной Азии.
Кубат Хуанчпекулу, Сардар Ашурбаев, НТС. Меж тем, золотоизвлекательную фабрику на месторождении Джируй запустят к концу этой зимы. Как отмечается на днях, его премьера Артем Новиков встретился с руководством компании «Альянс Алтын» и представителями жителей Таласской области. Новиков пообещал, что правительством будет оказано максимальное содействие в деятельности предприятия. При этом отметил, что инвесторам необходимо улучшить диалог с местным населением, сделать прозрачную отчетность по средствам, которые компания выделяет региону. Также Новиков поручил провести анализ строительства хвостохранилища независимыми зарубежными экспертами при участии местных активистов. Напомним, завод в Джируй не работает 6 октября прошлого года. Тогда, во время смены власти в столице и беспорядков в регионах, неизвестные проникли на золоторудное месторождение Джируй и начали вывозить оттуда имущество. Затем они подожгли одно из зданий компании, ограбили склад и разбили окна машин. Ущерб составил 15 миллионов долларов. Милиция начала досудебное производство по факту беспорядков на предприятии. Но пока информации о том, что задержаны подозреваемые или организаторы беспорядков, нет. Самое важное – это выстроить эффективный механизм взаимодействия с местным населением. Если люди будут видеть то, что благодаря работе вашего месторождения у них появляется возможность повышать экономическую активность, повышать свои доходы на местном уровне местного населения, то они сами будут поддерживать эффективную и полноценную работу. Центр избирком оштрафовал 7 человек за нарушение правил агитации и распространение анонимных агитационных материалов. Как сообщает пресс-служба комиссии, общая сумма взысканий составила 55,5 тысяч сомов. По данным ЦИК были наложены штрафы за агитматериалы, изготовленные без согласования со штабом кандидата, их публикации без выходных данных и за привлечение к агитации несовершеннолетних лиц и за нарушение сроков агитации. Сегодня отметим последний день агиткампании, президентских выборов и референдума. Завтра по всей стране объявляется День тишины. ГКНБ сегодня сделала заявление относительно распространяющихся в соцсетях ряда провокационных сообщений. В комитете предупреждают, что за это предусмотрена ответственность в рамках законодательства. Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что якобы сотрудники органов национальной безопасности хотят сделать важное заявление в отношении одного из кандидатов в президенты, является фейковой. Изложенные факты в данном обращении распространяются некоторыми оппонентами с целью дискредитации перед общественностью данного кандидата в период важных политических процессов в Кыргызстане. ГКНБ проводит проверку по факту распространения в соцсетях аудиозаписи диалогов отдельных политиков, кандидатов в президенты и их сторонников об организации революции 2021 года, а также о проведении массовых акций протеста после президентских выборов и референдума на территории Кыргызской республики. По итогам проверки материалы будут направлены на судебно-фоноскопическую и филолого-политологическую экспертизы. В результате вышеуказанных экспертиз будет дана юридическая оценка действиям лиц, призывающих к насильственному захвату власти. ГКНБ не будет служить меркантильным интересам, отдельным политическим и иным силам, также быть политическим орудием для достижения корыстных целей определенных групп. Главная цель – это служение во благо народа и процветание Кыргызстана. Силовые структуры и правоохранительные органы вне политики. Сил и средств силовых структур и правоохранительных органов достаточно для контроля над ситуацией. ГСВ задержала по подозрению в коррупции статс-секретаря Минтранса Эрмека Мамрыкалиева. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания ГУВД Бишкека. Подробности Финполи пока не озвучивают, но, вероятно, речь идет о деле по факту коррупционных схем на трассе Бишкек-Ош. Ранее, напомним, Финпол сообщала о задержании по этому делу 27 должностных лиц структурных подразделений Минтранса, в их числе генеральный директор Госдирекции автомобильной дороги Бишкек-Ош, а также начальники тоннельных постов Сосновка и Каракуль. Отмечалось, что они незаконно взимали деньги с водителей большегрузных автомашин, которые проезжали через пункты весогабаритного контроля, из-за чего бюджет страны понес ущерб примерно на 20 миллионов сомов. Отметим, Минтранс называют наряду с таможней одной из самых коррумпированных ведомств страны. В феврале
прошлого года за дачу взятки в 10 тысяч долларов сотрудников ГКНБ с поличным были задержаны замминистра Джингишбек Нугуйбаев и директор Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Анарбек Бикмуратов. Другой замминистра Азимкан Джусубалиев, подозреваемый в вымогательстве взятки в 520 тысяч долларов, был приговорен к 14 годам лишения свободы, но потом Бишкекский городской суд сократил этот срок до 12 лет заключения. Еще одно сообщение Финпола о задержании. Накануне в столице, как отмечает пресс-служба ведомства, оперативники арестовали некоего Дулатбака Акимканова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 600 тысяч долларов. Отмечается, что Акимканов до этого неоднократно привлекался к уголовной ответственности по фактам мошенничества и подделки официальных документов. Следствие просит граждан, пострадавших от действий этого человека, обратиться в финансовую полицию. А теперь о задержаниях, которые провел ГКНБ. Комитет сообщает, что по подозрению в коррупции арестованы бывший гендиректор свободной экономической зоны Бишкек Дуйшен Ирсалиев и исполнительный директор Мирдалил Бакашев. В сообщении чекистов отмечается, что ответственными лицами госучреждения была налажена устойчивая схема извлечения теневых доходов. Установлено, что при организации государственных и иных закупок товаров и услуг привлекались подконтрольные поставщики, которые передавали откаты от суммы заключенного договора бывшему руководству. Были выявлены также необоснованные закупки и расходы. Руководство СС, как отмечается, кроме того, завышали ежегодный бюджет гендирекции. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. Комитет также сообщает, что в Карасуйском районе задержали главу сельской управы Сарай Замирбека Турганбаева. Чекисты подозревают его в превышении должностных полномочий при строительстве школы в селе Киров. В частности, отмечается, что при возведении объекта местные власти завысили объем выполненных работ на сумму более чем в 24 миллиона сомов. Напомним, несколько лет назад депутаты местного Кенеша заявили о нарушениях в работе главы сельской управы. Турганбаев отвергал обвинения в свой адрес. Также были сообщения о том, что он является членом коррупционного клана Матраимовых. На минувших осенью парламентских выборах Замирбек Турганбаев баллотировался в составе партии Мекеним Кыргызстан. Еще одно сообщение от ГКНБ. Чекисты подозревают супругу одного из кандидатов в президенты в мошенничестве. По информации комитета, в 2017-2018 годах она получила от иностранного гражданина более 5 миллионов долларов для ведения общего бизнеса, но возвращать их отказалась. Как выяснилось, этой гражданкой правоохранительные органы интересуются не впервые. В начале прошлого года военная прокуратура подозревала фирмы, которыми она владела, в неуплате налогов. Учитель одной из столичных школ совершал развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Его задержали и водворили в СИЗО на время следствия. Как сообщают оперативники УВД Октябрьского района, до этого к ним обратилась женщина с просьбой принять меры в отношении 36-летнего мужчины, который домогался ее 15-летнего сына. В доме учителя вскоре милиционеры нашли видеоматериалы, где были зафиксированы его развратные действия в отношении подростка. Ведется досудебное производство. Более 1 миллиона сомов перечислили кыргызстанцы на депозитный счет, созданный для погашения внешнего долга. Из них 1 миллион направил предприниматель Адылбек Асанов. Общая сумма сборов других добровольцев составила 22 тысячи сомов. Напомним, в списке кредиторов на сегодняшний день 10 стран, а общий долг составляет почти 5 миллиардов долларов. Причем большая часть наша страна должна Китаю. Бишкек, напомним, в прошлом году обратился к Пекину с просьбой об отсрочке по выплатам долга. Но соседи заявили, что в таком случае будут еще проценты. В Минфине, напомним, тогда сообщили, что в казне есть чем платить по счетам. На год текущий у чиновников также есть планы по изыскиванию денег на погашение долга. Однако предложение к общественности помочь стране рассчитаться с сдаваемыми своей актуальности не теряет.
Более 21,5 миллиарда сомов в республиканский бюджет на текущий год заложили на погашение задолженности страны перед зарубежными кредиторами. Таковы данные Министерства финансов. В минувшем году общая сумма госдолга приблизилась к 5 миллиардам долларов. Из них менее 1 миллиарда составляет сумма внутреннего долга. Остальные 4 миллиарда 2 миллиона долларов – сумма внешнего. Порядка 2 миллиардов долларов – это долг перед Китаем. Согласно графику погашения кредитов, в минувшем году наша республика должна была оплатить соседям 70 миллионов долларов. Однако пандемия и возникший в результате нее экономический кризис обстоятельства немного усложнили. Бишкек обратился к Пекину с предложениями понять ситуацию и предоставить отсрочку по выплатам. Те согласились, но попросили плюс 2% за пролонгацию. Правительство нашей страны решило не переплачивать. Деньги на исполнение кредитных обязательств были изысканы. Первые 35 миллионов мы выплатили в первые 4 месяца, где-то до мая месяца. Мы до последнего все-таки проводили консультации, переговоры с китайскими партнерами. Наши китайские партнеры, они отметили, что они не могут предоставить дисконт и предложили свои условия, в соответствии с которым мы должны были платить им 2%. И эта сумма, вот как я выше говорил, это 1,7 миллиона. Чтобы не платить эту сумму, правительством было принято решение выплатить 35 миллионов. Отсрочка, она тоже стоит денег и увеличивает сумму долга. А между тем, в минувшем году кыргызстанцев призвали помочь государству расплатиться с кредиторами. Для сбора пожертвований госказне создали специальный счет, где аккумулируются деньги, поступающие от добровольцев, компаний, предпринимателей и других граждан, кто хочет внести свою лепту в погашение внешнего долга. Сегодня там хранится всего 1 миллион 49 тысяч сомов. Причем различные юридические лица в целом перечислили 27 тысяч сомов. А вот физические, то есть отдельные граждане, 1 миллион 22 тысячи, из которых миллион в помощь государству направил некий руководитель строительной компании Адалбек Асанов. Я пожертвовал 1 миллион сом перед Китаем из-за того, что я люблю свою страну. Вот только это не первый раз, когда кыргызстанцы пытаются помочь стране расплатиться по счетам. Похоже, единый счет для погашения внешнего долга ранее уже открывали. Было это, напомню, в 2010 году. Тогда общая сумма пожертвований не достигла и 4 тысяч долларов. Деньги хранились какое-то время, однако больше туда не было перечислено ни сома. Счет закрыли, а деньги передали Министерству финансов. В этот раз деньги, поступившие на общегосударственный депозитный счет, растрачиваться будут лишь после соответствующего распоряжения правительства, утверждают в Минфине. Однако и эти заявления в глазах общественности уверенности в целевом использовании средств не вызывают, считает депутат Сайдулла Нышанов. Народ недоволен. Куда ушли эти деньги? Если чиновники воровали, а почему мы должны это оплачивать? Почему мы должны деньги собрать? Поэтому у людей есть сомнения. А вы бы сами своим примером могли показать? Ну, если надо будет, если народ пойдет, весь народ, я, конечно, впереди буду стоять. Но я тоже не вижу сегодня необходимости. Конечно, в этом году дефицит, в прошлом году был дефицит, и в этом году тоже немного, мне кажется, будет дефицит. Мы в внутреннем резерве должны все израсходуют на внешний долг, иначе будет потом проблема. И мы должны вообще научиться рассчитываться и научиться по своим средствам жить. И тогда будет у нас хорошо. Отмечу, что в списках кредиторов нашей страны помимо Китайской Народной Республики значатся еще несколько государств. Франция, Дания, Япония, Южная Корея, Турция и ряд арабских стран. А еще десяток международных организаций. Пиковый период оплаты по счетам перед Китаем наступает в 2024-2025 годах, говорят экономисты. К этому моменту республике предстоит выплачивать по 400-500 миллионов долларов в год. Сабина Дамаскина, Акзат Сюлеев, НТС. Хорошая новость для родителей, уставших от дистанционной учебы своих детей. Мэрия Бишкека сообщила о поэтапном возобновлении работы школ и детсадов с конца января. Решение было принято на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии. Таким образом, с 18 января в школу пойдут учащиеся 1, 5, 9 и 11 классов. Дети будут учиться в 2 смены, рассадка будет производиться в шахматном порядке. В этом режиме школьники
школьники будут учиться до 1 февраля, пока специалисты и эпидемиологи будут проводить мониторинг учебного процесса в период пандемии. Если показатели будут стабильными, предположительно начнется второй этап. В школу пойдут все ученики. Отмечается, что будет предусмотрена возможность обучения в онлайн-режиме для детей, которые по различным причинам не смогут посещать уроки офлайн. Что касается детских садов, то мэрия планирует возобновить их работу с 20 января. Безопасность отдыхающих на озере Араколь должно обеспечивать МЧС. Письмо с таким содержанием представители местной власти направили ведомству. Они считают, что толщина льда в озере вроде как не предвещает никакой беды, но для исключения всех возможных ЧП место, где собираются люди, чтобы покататься на коньках и санках, должно быть под контролем спасателей. Подробности в сюжете Тургана Ниязова. Это замерзшее озеро Араколь. Буквально 2 года назад никто и подумать не мог, что небольшое водохранилище в Кочкорском районе станет излюбленным местом как для жителей, так и для туристов. Летом оно привлекает своей красотой, кристально чистой и изумрудной водой. А зимой водоем превращается в большую ледовую площадку. Отдыхающие с удовольствием катаются на самодельных санках, сделанных из обычных табуреток. Судя по количеству людей и удивлению гидов, сейчас пик сезона. В это время толщина льда составляет приблизительно полметра. Для жителей ближе расположенных сел открылась возможность прилично подзаработать. Эти ребята сдают в аренду санки и коньки. Для того, чтобы покататься полчаса, вам нужно раскошелиться всего лишь на 100 сомов. Глубина водоема более 13 метров. По словам представителей местной власти, это место можно было бы в прямом смысле слова преобразить и превратить в туристическую зону. Но вот кто же будет отвечать за безопасность отдыхающих? Ведь никто не может дать гарантии того, что лед не треснет. Из-за чего представители местного Айлохмуту, чтобы снять с себя ответственность, решили направить письмо в МЧС, чтобы они обеспечивали безопасность. Раньше озеро так красиво не замерзало. Сами удивлены. Несколько лет назад приехали представители турагентства, отсняли озеро с высоты птичьего полета и выложили видео в соцсети. После этого туристов здесь стало гораздо больше. В этом году их очень много приезжает. В основном свои внутренние туристы. Мы не против того, чтобы местные жители открывали на льду мелкий бизнес. Просьба только одна, чтобы убирали за собой мусор. Обычно лед на Араколе сравнивают со льдом на замерзающем зимой Байкале. Он переливается от изумрудного до темно-синего, а трещины видны глубоко от поверхности. Однако лед забит грязью, он неровный и имеет множество микротрещин. Кататься на коньках кажется опасным. По словам гидов, туристический сезон на озеро Араколь скоро подойдет к концу. Поездки туда будут проходить еще несколько уикендов. Я сам из соседнего села Туз. Идея проката коньков пришла не сразу. В прошлый раз приехал и увидел, чего не хватает. Тогда и родилась идея. Коньки заказал в Бишкеке и привез сюда. Прокат одной пары стоит 100 сомов. Прибыль хорошая. На выходных за один день я могу заработать более 4000 сомов. Этого не было тогда. Тогда просто озеро было, люди так не отдыхали. Это последние годы только так стало. Было очень хорошо, что люди приезжают. Мы убежали от бишкекского смога сюда, чтобы надышаться свежим воздухом. Такое развлечение в нашей стране, говорят горожане, еще не популярно. Но вот из-за ситуации в столице со смогом многие так и норовят выехать на свежий воздух. Кто-то танцует, кто-то кружится на коньках. Ну а вдали от суеты сидят и местные рыбаки. Улова почти нет, но они все равно рыбачат, изредка переговариваясь друг с другом. Тынчтык Кенджибеглу, Турган Ниязов, НТС. На этом все. Наш выпуск дополнит прогноз погоды на завтра. Приятных вам выходных. До свидания.